Итак, начался у нас финал второй лиги. Играют команды Олимп из Богатых Собов и команда Ялкын из города Кукмар. По сути, представляющая деревню Большак. Большой Кукмар, точнее. Хорошая атака. Команда Ялкын уже вперед бежит. Ай-яй-яй, справляется вратарь в этом моменте. Интересная игра нас ждет. Обе команды умеют комбинировать. Хорошо владеют мячом. Очень много ребят, которые индивидуально себя могут проявить. Посмотрим, что из этого получится. А пока можем назвать составы команд, играющих команд. Начнем с команды Олимп. Это гости. Вратарь команды Гатаулин Ильдан, номер 1. Второй вратарь команды Нурисламов Айрат, номер 99. Второй номер Шарафиев Ильдан. 5-й номер Загидулин Рустем. Ибрагимов Ниас, номер 7. Асадулин Раниль, номер 9. Гарипов Раниль, номер 11. Шагеев Алим, номер 14. Сабиров Тагир, номер 22. Гарипов Фаиль, номер 69. Хорошая атака у команды Олимп. Бьют. И только аут, по-моему, зарабатывают. И Шагеев Адель, капитан команды, номер 70. Дальше переходим к команде Ялкын. Посмотрим этот стандарт. Как разыграет его команда Олимп. Просто на самом деле много движений сделали, но при этом никто не открылся. Итак, команда Ялкын. Номер 0 Хасанов Карим. Номер 1 Хафизов Фанзиль, вратарь команды. Гайнудинов Мухаммед, номер 5. Константинов Вадим, номер 6. Номер 7 Шакиров Рамис. Номер 8 Пузанов Игнатий. Номер 10 Шакиров Ильгиз. Номер 11 Нигмадянов Раиль, капитан команды. Номер 12 Шафигулин Тагир. И номер 66 Гилязов Анвар. Как раз таки Гилязов Анвар сейчас был с мячом, но мяч потерял. Еще один стандарт для команды Олимп. Две молодые команды сегодня встречаются. Самые молодые команды второй лиги. Активные, свежие ребята. И, наверное, заслуженно они здесь оказались. Очень хорошо сейчас проявляет себя Анвар. Можно передачи найти на... Ой-ой-ой, Шакиров простреливал как раз тут к Анвару, но Анвар за мяч зацепиться не смог. Хороший момент. Здесь именно Гилязов Анвар себя отлично проявил. А это номер 69 команды Олимп. Тоже лидер своей команды. Ой-ой-ой. Еще один опасный момент мы увидели. Обменялись команды опасными моментами, но в ворота, к сожалению, забить не смогли. Снова Анвар с мячом. Пару ложных движений. Он уже уходит. И здесь можно ложно... Нет, все-таки решил пробить. Но отложенный фол он заработал. Номер 9 бесхитростно решил простреливать вперед. Из-за этого тоже ничего не вышло. С вратарем отыгрывается номер 9 команды. Снова Константинов. Попытка обыграть, но ничем она не закончилась. Но пока тяжело обострить команде Ялкын. Просто движение с мячом. Вот здесь получилось Рамиса вывести на ударную позицию, но тот не справился. Это номер 0. Отлично ставит корпус Хасанов. Но здесь, к сожалению, со своим дриблингом не справился он. И команда Олимп будет начинать с аут.
Номер 9. Обычный контроль мяча пока. Вот здесь уже чуть не потеряли игроки команды Олимп мяч. Как только команда ЕЛКН взрывается, игроки в желтой форме начинают ошибаться. Хасанов. Отбирают у него. Причем чисто. Номер 14 пытается вперед прорваться. Команда ЕЛКН с мячом. Номер 10. Пытался найти передачи адресата, но никого не нашел. Ну, угловой это как минимум будет. Да. Хасанов. Борьба у левого фланга. Номер 9 просто мяч пока выбивает. Нигмадзянов, Инцав. Ну, как будто бы не поняли друг друга сейчас игроки команды в красной форме. А команда Олимп пока как будто бы теряется. Как будто бы ЕЛКН чувствует себя более уверенно на поле. Но ничего опасного пока обе команды не создают. Хасанов с мячом. Против него номер 69. Очень активный парень. Вот здесь на него как раз-таки шел сейчас прострел, но на месте защитник команды ЕЛКН. Обычный удар. Ничего опасного. Тагир с мячом. Анвар. Снова он умудряется обыграть на кромке поля. Я думаю, больше всего обводок, наверное, у Анвара в этой лиге. Очень хорошо это у него получается. И довольно-таки уверенно он себя чувствует. Номер 10 с мячом. Анвар. Ой-ой-ой, красиво. Но пока непродуктивно. Тагир. Удар через защитника и даже без углового. Ой-ой-ой, номер 69 запутался в ножках. И Анвар. Фалит против него номер 69. Да, замешкался с мячом. И в итоге Анвар все-таки фол заработал. Посмотрим, как этот стандарт будет разыгрывать команда ЕЛКН. Тагир. Ничего из этого стандарта не получилось. Напомню, что команда Олимп в своем полуфинале со счетом 8-3 обыграла команду Дуслык. Очень уверенно выглядели парни. А во второй игре команда Нурбаян проиграла команде ЕЛКН по серии пенальти. По 2 фола у обеих команд и тайм-аут берет команда в желтой форме, чтобы придумать, как бы этот стандарт разыграть. И это заготовленный стандарт. Интересная заготовка получилась. Просто удар. Видимо, что-то другое обсуждали игроки команды в желтой форме.
Ой-ой-ой, как подработал этот мяч сейчас номер 69. Очень хорош. Ну, такое небольшое дерби молодежных команд сегодня. Я думаю... Ой-ой-ой, опасно. Номер 11 бил. Я думаю, ребятам из команды Олимп... Опасный момент сейчас досмотрим. Ой, не попадает по воротам. Я думаю, им лет 16-17, а ребятам из Елкына уже 18 как минимум есть. Совершеннолетние парни, но здесь против Анвара могли бы свалить, но не совсем удачно он корпус поставил. Опасно! Номер 11 надо было найти уже передачей. Здесь против Анвара опасно играет. Анвар на самом деле очень много фолов может на себе заработать. И вот здесь уже несколько раз ему ногу подставляли, но Анвар просто не решается упасть. Как же он владеет этим мячом, контролирует его, невероятные голеностопы у него. Ну, просто хорош Анвар. Второй тайм скоро уже будет. Я думаю, остается минут 5 до конца первого тайма. Вперед может убежать номер 69. Хорошее ложное движение. Номер 11. Да, бьет, но вратарь на месте ноги оставляет. Ай-яй-яй, Хасанов тут теряет, и можно наказывать, но Инцов доработал за всю команду капитан. Молодец. А тут обыгрывает как раз-таки Инсафа номер 70, но опять передерживает мяч. Несколько хороших моментов уже было у команды Олимп. Реализовать их пока не получилось. Команда Олимп мяч разыгрывает. Ой-ой-ой, тут потеря. Рамис вперед убегает. Бьет и попадает в защитник команды Олимп. Инцав с мячом. Вадим Константинов. Прострел, но там никого нет. Корпусом убирает Нигматзянов. Константинов с мячом. Хорошо находит в центре Анвара. У того не получилось обыграть с места. Номер 69 чуть не убежал от Инцав. Счет все так же остается 0-0. И как будто команды изучают еще друг друга. Ничего особо опасного не создают. Довольно-таки много индивидуальных действий. Но он продолжает это мне доказывать. И тут же его меняет, чтобы чуть-чуть успокоить. 0-0. Константинов. Нигматзянов. Снова Константинов. Анвар не смог мяч подработать, а здесь бы пробить, но нет. Вместо этого замешкались ребята в желтой форме. Номер 9. Вратарь. Снова Алим с мячом. 9 номер. Ну, вот такой вот удар. Бесхитростный, неточный. Но попытку засчитаем. Ранили это был. Инцав. Снова вот так через Вадима. И попытка в центр Анвару отдать, но его там снова нет. Он опять за защитником. Опять вот так он оставляет. Казалось бы, как будто нужна передача вперед, но он всегда оставляет. Ой! Какой момент! На кромке поля двоих чуть-чуть не обыграл. Анвар Гилязов. Прострел сильный. Но не точно. Нигматзянов с мячом. Шакиров. Не получилось на фланг пустить Вадима Константинова. С вратарем отыгрываются игроки команды в желтой форме. Ой, хорошая закидушечка могла быть, но Мухаммеда так, конечно, пройти очень сложно.
Инсаф, Вадим на Мухаммада. Тот ставит корпус, бьет. Вратарь на месте. Хороший момент. Мухаммад за счет своего корпуса сейчас только прошел. Вадим Константинов. Инсаф. Шакиров здесь поборется. Но мяч не отнял. Аут зарабатывает команда в желтой форме. Снова с вратарем отыгрываются игроки. Сильная передача от вратаря. Константинов опережает. Можно вперед убежать. Но уже вернулись все игроки в желтой форме. На самом деле это редкий случай, когда сейчас играют команды, ребята, у которых есть школа. То есть обе команды тренировались в детстве, и у них есть хоть какое-то умение играть в мини-футбол. Они это изучали, тренировались. Первый тайм заканчивается, счет 0-0. Ждем второго тайма. Тайм-аут это был, а не конец второго тайма, хотя очень было на это похоже. Остается, скорее всего, меньше 2 минут. Номер 7 с мячом. Легко обыгрывает Инсафа. К этому не был готов, как будто бы Нигмазянов. Мухаммад, можно пробить. Ай, перед собой отбивает вратарь и даже в перекладину попадает после того, как он отбивает этот мяч. Мухаммад бил, но не совсем ему удобно левой ногой, конечно, не бьющий бить поворотом. Несмотря на это, было довольно-таки опасно. Тут Тагир пропускал на Мухаммада, но тот не понял этого. Номер 99. Тут Тагир все почищает. Константинов Вадим отлично отнимает, но Мухаммад ему не помогает. Инсаф спокойно. Мухаммад с мячом остается. Корпус ставит. Ну, мог дождаться, конечно, еще Инсафа. Вперед убегает теперь команда в желтой форме. Но здесь они забились в один угол. Вся команда Ялкин в этот угол и перешла. Не очень удачная попытка выхода от Вадима Константинова. Но тут же команда в желтой форме мяч теряет. Мухаммад. Тоже очень много сейчас ошибок. Ой, какая игра от Мухаммада. А вот здесь отложенный фол. Нет, даже не отложенный, а... Нет, все-таки да, отложенный и будет пробиваться. Нет, не будет пробиваться. Не будет пробиваться, все-таки угловой. Угловой будет. Для команды Олимп это, по-моему, первый фол. Или второй фол. Отсюда на самом деле не видно. Гилязов Анвар. Ой-ой-ой, как проходит и находит момент для удара. Тоже такое ощущение складывается, что перед ним вся команда открывается, чтобы у него это получилось. На самом деле ложные движения, работа корпуса. Все это позволяет ему вот так для себя свободные зоны создавать. Тагир. Здесь мяч от него уходит. Заканчивается вот сейчас первый тайм и счет 0-0.
Это был Хафизов Фанзиль. Запомните это имя. Счет он делает 1-0. Ну, это на самом деле прям удар для команды Олимп. Нужно с этим справляться. Ребята так хорошо провели первый тайм. И такой быстрый гол, еще такой курьезный гол пропустили. Ой, хорошо могло быть сейчас.